Во всем мире с 2008 года проводится такая акция, как «Зажги синим». Постепенно к ней подключаются и многие города в России, в том числе и Нерюнгри. Стать участником может любой желающий. Можно просто подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синий или рассказать об аутизме или о проводимой акции. А сама идея – знак поддержки людей и семей, которые столкнулись с этой проблемой. В больших городах фасады зданий сменяют обычную белую подсветку на синюю, а в реабилитационном центре Сува кабинеты украшены шарами. А на сотрудниках и воспитанниках одежда цвета проводимой акции. Здесь проводится большое мероприятие, которое включает конференцию, консультации со специалистами, выставки и лекции. Многие из этих детей, когда впервые пришли в центр, не могли говорить. А сейчас поют, танцуют и охотно поддерживают беседу, рассказывая о себе, о любимых предметах в школе и о своих увлечениях. У меня много друзей, и моя лучшая Юлиана, и Соню, и Дарина. На сегодняшний день в центре обучается около 90 детей. Но, к сожалению, количество пациентов с расстройством аутистического спектра увеличивается. Каждый год обращается более 1000 человек. Аутизм – это одно из наиболее сложных расстройств. И семьи, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, встречаются с массой проблем, начиная от бытовых каких-то навыков ребенка, учебных навыков. И порой родители просто затрудняются и не знают, что делать со своим ребенком. У меня одна мама, знаете, рассказывала мне такую вот, привела метафору. Говорит, когда мы приехали сюда, у моего ребенка, мы были как будто бы в темном туннеле, вот просто и кругом чернота, мы просто не знаем, куда двигаться. Потом появился свет в конце тоннеля, и когда мы уезжали, у нас уже просто не было никакого тоннеля, просто везде было светло и понятно, что делать с нашим ребенком. Порой же дети с аутизмом, они очень талантливы во многих областях, но, к сожалению, совершенно беспомощны бывают в быту. И наши педагоги, они очень ориентированы на работу с такими детьми, имеют большой практический опыт, поэтому родители, приезжая сюда, получают полноценную квалифицированную помощь. Каждый день дети получают занятия дефектолога, психолога, занятия по социально-бытовой адаптации, социокультурной реабилитации. И уезжают уже, в общем-то, с определенной программой действий, что им делать, как делать, в каком направлении двигаться. И хотелось бы сказать еще раз родителям, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, что мы вместе, и мы всегда готовы прийти на помощь. Каждому ребенку индивидуальный подход. Дети, зачисленные на реабилитацию, получают педагогические и медицинские услуги. Центр работает в очном и дистанционном режиме. Весь персонал – это квалифицированные специалисты в области психолого-педагогической и медицинской реабилитации и абилитации детей. Психологи, педагоги-дефектологи, воспитатели и врачи, такие как сурдолог, невролог, психиатр, физиотерапевт, педиатр. Я провожу занятия по блокам, чтобы дети не успевали уставать. И всегда принимаю помощь родителей, потому что только с родителями они успокаиваются и выполняют все мои требования. Но в основном это занятия где-то 3-5 блоков, чтобы ребенок не мог устать, и, конечно, развлечения, чтобы они знали, что в конце они побегают, попрыгают. И свою работу по постановке звуков я именно провожу в движении. Не просто статично перед зеркалом, а именно в движении, чтобы дети играли, танцевали, пели. И заодно повторяли нужный звук. Вот в этом заключается моя работа. С опытом я пришла, что когда двигательно мы показываем, например, упражнение, то есть у нас и общая моторика, и мелкая моторика захвачена, поэтому результат более интересный, и детям не скучно на моих занятиях. Даже после окончания курса реабилитации специалисты поддерживают связь со своими воспитанниками и находятся в постоянном контакте с детьми и их родителями. В нашем центре работа построена таким образом, что учитель-дефектолог
кем я являюсь, проводят индивидуальные занятия с детьми с различными потребностями развития, с нарушением развития. Но в основном это дети, которые имеют инвалидность, с задержками психоречевого развития, дети с расстройством аутического спектра. Мы проводим индивидуальные занятия с каждым ребенком. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, потому что не существует одинаковых детей. У каждого ребенка свои потребности, свои возможности в развитии. И поэтому нужно находить каждому ребенку такой вот специальный ключик, который бы помог с ним взаимодействовать. Вот это первая задача, конечно, устанавливать контакт, взаимодействие с детьми, которые приходят к нам. Потому что в основном это дети, которые не замечают окружающий мир, не замечают взрослых, и поэтому их мы учим общаться в первую очередь. В этот центр поступают дети со всей республики с задержкой речевого развития, с нарушениями слуха и речи и с расстройством аутистического спектра. Сначала дети поступают в наше отделение, регистрируются в регистратуре, сдают все документы, а потом после поступления мы их распределяем. Значит, они получают медикаментозное лечение в нашем отделении, консультации специалистов, невролога, психиатра, педиатра, лора, и распределяет их на реабилитацию педагогическим работникам. День распространения информации о проблеме аутизма объявлен не случайно. Его цель – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим этим заболеванием, и повышать уровень их жизни. В данный момент у нас в центре проходит реабилитацию 88 детей с родителями. Знаете, неблагодарное дело статистику подводить по аутизму, потому что у многих детей либо не стоит этот диагноз, но они имеют все-таки черты аутоподобного поведения. И вообще в целом по России статистика такая прям четкая не проводится. Очень трудно установить этот диагноз, не все врачи берутся поставить его. Поэтому я не буду сейчас вам оперировать цифрами, сколько детей у нас с аутизмом, но чисто по опыту своей работы мы понимаем, что их становится действительно больше и становится, знаете как, дети, как правило, у них не один диагноз, то есть это смешанный спектр различных диагнозов. Например, это может быть ребенок с нарушением слуха плюс с аутоподобным поведением. Поэтому очень много детей, нуждающихся именно в специализированной помощи, и много родителей, которые тоже нуждаются в нашей помощи и в нашем консультировании. Сегодня мы проводим много групповых и индивидуальных консультаций, где каждый родитель мог выбрать консультацию по своему, так сказать, интересу, по своему направлению и получить ответы на свои вопросы у разных специалистов центра. На сегодняшний день аутизм – одно из самых странных психических расстройств в детском возрасте. До сих пор неизвестно, что является причиной его возникновения и что именно нарушается в организме человека. С детьми-аутистами, конечно, это очень сложно. Надо не только речевую сферу затрагивать, там и над поведением надо работать. И, собственно, тут не только один учитель-дефектолог задействован в этой работе, и психологи, и все специалисты групповой работы, и родители. Специалисты со всей республики приняли участие в конференции, посвященной Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Мероприятие проводилось в онлайн-формате при поддержке благотворительного фонда «Харысхал». Мы заключили с ними партнерское соглашение еще около месяца назад о том, что мы будем проводить мероприятия совместно. Так как у нас есть уже партнеры не только в городе Нерюнгри, но и в городе Якутск, также Челябинск, мы можем делиться опытом, и то есть наш центр может, СУВАК, делиться опытом с этими педагогами, и те педагоги могут также делиться опытом. Это очень хорошая возможность узнать другие технологии и возможности. В
В центре специалисты работают над восстановлением, запуском речевых функций, ведь речь и мышление – вещи взаимосвязанные. За 30 лет работы здесь сложился свой уникальный опыт, когда запуск речи происходит у 90% обратившихся пациентов. С некоторых детей снимают статус «ребенок-инвалид», и ребята в дальнейшем успешно интегрируются в жизнь. Я давно слышу, что здесь очень хорошие педагоги, учителя, дефектологи, логопеды и с огромным опытом. Мы приехали в прошлом году, год назад моему сыну совершенно не было речи. 10 слов не умел говорить, и даже имя свое не мог говорить. И вот год назад мы приехали с Татинского Луца, и сейчас он уже говорит вот не только имя, но и с фразами, и умеет вот разговаривать благодаря нашим педагогам Центра слуха и речи СУВАК. Мы посещаем обязательно дефектолог, обязательно психолог. И, конечно, здесь есть и физкультура, и сенсомоторная комната, сенсорная комната, да, и массаж, но все, что надо нашим детям. Мы посещаем дефектолога, психолога, арт-терапию, логаритмику, физкультуру, потом музыкальную эту стимуляцию. Ну, как бы нам все нравится. Ну да, конечно, очень как бы сильно отличается от того, что было, когда мы приехали, и что стало сейчас. Ну, одна как бы начала уже прям немножко говорить, прям как бы хорошо стало, а у второй просто стала усидчивость хорошая, заниматься стала, как бы все такое вот. Ну, как бы да, результаты, конечно, есть. Первый результат у нас было, знаете, с чем он больше связан был? Когда мы приехали летом в прошлом году, это мы прошли ABA. За 10 дней у нас, ну, если честно, это были самые первые, самые серьезные результаты, да? В данный момент у нас хорошо пошла работа с логопедом, мы начали говорить. Совсем недавно специалисты центра открыли ряд новых направлений реабилитации, которые успешно применяются в работе и дают колоссальный эффект. Также применяется традиционная верботональная методика и другие современные методы и приемы, которые помогают каждому ребенку раскрыть свой потенциал, почувствовать свои возможности, а родителям научиться эффективным методам взаимодействия со своим ребенком. Вся эта комплексная работа центра направлена на то, чтобы оказать помощь каждой обратившейся семье, где воспитывается ребенок с аутизмом. А общество вносит свой вклад, подсвечивая синим, выражая таким образом солидарность и поддержку.